Сегодня моя проповедь – это «Познавай и исполняй волю Божью». Знаете, я что хотел бы сказать, потому что у нас такая сейчас ситуация в стране, да, вот эти теракты. И, знаете, у людей очень много вопросов, всегда очень много вопросов насчет... Когда я общался с друзьями, там, общаюсь с ними, с некоторыми друзьями, там, бывшими, и с их женами, там, с детьми общаюсь. У меня есть друзья, которые и воюют там, до СВО находятся. И у них один и тот же вопрос. У людей в этом мире, у мирян один и тот же вопрос. Почему все это происходит? Почему? Почему, если Бог, Он такой, который ты, Олег, рассказываешь, Он такой любящий, Он такой добрый, о чем мы здесь пели? Почему все это происходит в этом мире? Я вам скажу, что, знаете, все под контролем Божьим. Все в Его руках. Но есть как бы два потока таких. Один поток, когда Бог, Он одобряет людям делать то добро, то милосердие оказывать. И Он их поощряет, но некоторые на земле и не получают награду. Они не получают награду, но они делают добро, они несут милость. Есть второй поток, то, что Бог не приемлет, что Он не хочет ни войн, ни убийств, ни изнасилований. Ничего этого не хочет. Но Он попускает этому произойти. Почему? Почему? И вот почему люди задают вопрос, когда я с ними общаюсь, и они когда говорят, почему Он допускает. И ответ один тот же, все время, испокон веков. Ответ один и тот же, это написано в Писании. Давайте мы прочитаем. Второзаконие, 11 глава, и прочитаем с 26 стиха. И вот Бог говорит всем людям этой земли. Он хочет, чтобы все спаслись. Он всех любит, всех людей. У него нету таких любимчиков, он там не держит там возле себя кого-то там, а других там унижает. Там. Он не смотрит на лицо, он смотрит на сердце. И вот он говорит, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Потому что власть на земле у сатаны, знаете, Адам ее отдал, но под контролем Божьим все. И он говорит, вот я вам предлагаю благословение или проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Вот просто Он предлагает, Он всегда избери. Он пришел и сразу говорит людям, через Писание говорит, вот я предлагаю тебе жизнь или смерть, благословение или проклятие. Избери жизнь. И Он сразу предлагает и сразу говорит, избери жизнь лучше, жизнь вечную. Мы же не знаем, на многие вопросы здесь на земле мы не ответим. Знаете, люди не понимают, они хотят вот додуматься своей маленькой коробки, вот этой черепной маленькой коробки, они хотят понять Бога, вместить сюда Бога. Бога сюда невозможно вместить. Невозможно. Его невозможно вычислить. Его невозможно вывести в формулу какую-то. Пока мы здесь на земле, будут какие-то вопросы, на которые мы не получим ответа даже в своей жизни. Хотя есть люди, которые хотят и просят, и говорят, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Нет, такого не будет. И сегодня, знаете, я хотел бы начать свою проповедь. Я не об этом буду говорить, но о воле Божьей также. Но это как бы больше в личной жизни, потому что нам это очень нужно, и людям этого мира очень нужно, чтобы они могли услышать это. Знаете, интересно очень, что в начале своей христианской жизни я так сильно хотел познавать волю Божью
И я вам сегодня приведу примеры из своей жизни, и были такие чудеса, и моменты такие были, и Бог отвечал, когда я был в воле Божьей, я настолько хотел познавать. Но знаете, когда я поумнел, стал умным, моя голова наполнилась информацией. Знаете, почему-то я утерял вот это. Я стал надеяться больше на себя, на свой разум, на свои какие-то поступки, на свой какой-то опыт. И я заметил, что я не стал познавать, я как-то отдалился от воли Божьей. Я стал жить по своему уму, потому что чему я научился, можно, знаете, идолам и Библию сделать. Идолам можно все сделать, и жену свою, и детей своих, и служение можно, и работу. Все можно сделать идолом. Наше сердце, Бог хочет, чтобы в действительности наше сердце, что Бог хочет от меня. Я задавал ему вопросы в начале жизни своей. Римлянам, откроем Римлянам 12 главу, Римлянам 12 глава, и там прочитаем 2 стих. 2 стих, здесь написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Видите, познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот. И давайте начнем вот. Как мы можем познавать? Знаете, от познания Божьего начинается с чего? Познание Божье начинается с нашего мышления. Вот я когда был в миру, у меня мышление было взять, побольше взять. Женщину самую красивую, машину самую хорошую. Все взять. У кого-то взять это. Не заработать, а взять. Украсть, ограбить. Это мышление. Наше старое какое-то мышление. Мы не обязательно, вы здесь хорошие люди. Я понимаю это. Но мышление может быть, знаете, оно может быть спрятано настолько. Есть люди милые, они мило улыбаются. Знаете, и мне одна сестра рассказывала, это не здесь, когда я был на миссии, она говорит: я своего мужа каждый день молотком убиваю. Мысленно. И я его молотком и так, и сяк, и вот так, а потом топор беру и так. Знаешь, мысленно, представляешь, она такая милая, такая хорошая, такая красивая. И даже не подумаешь, но она мысленно это делает. Знаете, вот все зарыто в нашем мышлении. И мы можем познавать Божью. Когда мы тем больше познаем волю Божью, наше мышление меняется. И тогда наше сердце, оно начинает меняться. Потому что когда мы читаем или получаем какую-то информацию, оно через глаза попадает сюда. Здесь оно перерабатывается. Ты здесь думаешь днями, ночами, месяцами, а потом через некоторое время она вдруг падает сюда. Она находится в твоем сердце, и оно начинает исполняться в твоей жизни. О чем ты думал годами, о чем ты мечтал, и оно начинает исполняться в твоей жизни. Оно уже здесь, внутри тебя. Когда нажали на тебя, когда тебе трудно, из тебя выйдет то, что внутри твоем сердце, внутри здесь. Как лимон, когда нажмешь с него сок. Так же и в нашей жизни. Если ты матершинник, с тебя маты выйдут. Вы замечали такое? Знаете, когда я еще был в начале христианства, и я думал заменить свои маты как-то, я их заменял. Самое мое любимое слово это «блин» было, да? Ну, понимаете, на что это. Любил один раз, было такое, и там сестры были, и мы приехали в колонию, я брату там приехал, и я ездил там еще проповедовал. Знаете, и я документы забыл, и я понял, что меня не пустят в колонию без документов. И знаете, меня сорвало, и я такой: козлятина. И такие сестры смотрят на меня. Что такое-то вообще? Они понять не могут, а это старый человек твой, потому что мышление-то еще не поменялось еще настолько. И знаете, вот козлятина.
на себя, конечно, не на кого-то, что забыл эти документы. Сейчас не пустит, я должен туда передачу привезти ребятам, должен им проповедовать там. И Бог усмотрел, когда сестры помолились, они сказали: Олег, садись. И они помолились за меня, за мир Божий. Он сошел и говорит: иди, тебя пустят. Я пошел, и меня пустили. Нужно нам уповать на Бога больше. И вот это мышление у нас здесь внутри, которое должно поменять нас прежде. Вот чтобы здесь написано: не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать есть. И как мы познаем? Я вначале все время читал эту молитву, я ее знаю наизусть. Отче наш, вы знаете многие наизусть, я знаю об этом. Отче наш наизусть, да сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, и там. Хлеб насущный, прости долги мои, там, и все, до самого конца. И я ее знал, и я ее читал, эту молитву, и я просил ее о воле Божьей. Потому что там было написано, потому что я хотел, чтобы воля Божья была в моей жизни. Я хотел, чтобы был наставлен в этом, чтобы исполнилась воля Божья. Потому что я понимал, в моей жизни нету ничего хорошего. Если я нормально даже с людьми не мог разговаривать, на одних матах, жаргонах разговаривал из церкви вначале, со мной никто не хотел общаться, потому что, извините, иногда из меня вылетало такое, и они уши закрывали. Знаете, но этому нужно как изменять мышление. Это не только читать Библию, это нужно читать. У меня, слава Богу, были хорошие друзья, которые в других городах. Они мне позвонили, сказали: Олег, иди записывайся в библиотеку, у тебя времени много, иди читай в библиотеке книжки. И я пошел и читал «Война и мир», Анна Каренина, и все подряд. И думаю: Господи, да чего ж я человек такой неуч? Не знаю свою страну, не знаю свою литературу России, не знаю ученых, не знаю хороших людей, которые что-то изобрели, что-то сделали для России. Не знаю просто историю. Читал не только Библию, потому что Библию я любил, я ее от корочки до корочки читал. Но нужно было, чтобы словарный запас был. И поэтому он меня посоветовал, знаете. И я хочу, чтобы мы в действительности могли ходить по воле Божьей. Стремиться хотя бы. Идеально не будет. И вот знаете, Ефесянам откроем 6 главу, Ефесянам 6 глава и 6 стих. Вот насколько мы должны искать эту волю Божью. Ефесянам 6 глава, 6 стих. «Не с видимою только услуживостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». От души это делали не просто из-под палки. Вот мне надо. И вот многие христиане, почему у них ничего не изменяется? Потому что они из-под палки. Кто-то лидер сказал, пастор сказал, друзья там в церкви сказали, братья и сестры, из-под палки, давай это буду делать, ой, это буду делать. Да нет, нужно делать это от души, понимая, я хочу это, я хочу изменений. Мне достала эта жизнь, не хочу так жить. Хочу жить в Твоей воле, благой, угодной и совершенной, и чтобы видеть Твою славу, чтобы видеть эти изменения в своей жизни. И Бог, Он всегда помогает. Знаете, Писание, воля Божья можно открыть. Воля Божья – это простыми словами. Воля Божья – это то, что нравится Богу. Это Божий план на твою жизнь здесь, на земле. Может, он не идеальный, может быть, но он Божий план на этой земле. Писание говорит о важности воли Божьей. Матвея откроем. Сегодня много мест Писания будет. Матвея, 7 главу. Матвея, 7 глава. Матвея, 7 глава. И прочитаем 21 стих, здесь написано. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Видите, не всякий. Многие же сейчас все говорят, мы можем приходить сюда, славить Бога.
Вот у меня друзья бывшие, которые они все православные ходят. Почему они не хотят сюда прийти? Но некоторые пришли, я вам сегодня примеры расскажу, и они служат там в других городах пасторами. Но большинство из них уже не пришло. Почему они пошли в православие? Потому что им легко. Они пошли, свечку поставили, и тут же вышли, и тут же грешат. Тут же курят, тут же пьют, тут же грабят, тут же воруют. Тут же матерятся, тут же кого-то хаят. Потому что легко, им комфортно. Просто свечку поставил. Я говорю, вас Бог не простит из-за этой свечки, что вы поставили. Бог прощает, когда есть изменения. Когда Бог, Он сразу прощает, без всяких изменений. Прощает и принимает по благодати. Но это ход. По ходу ты начинаешь изменяться. И откроем Иоанна 4 главу. От Иоанна 4 глава. От Иоанна 4 глава. И там прочитаем 34 стих. Иоанна 4 глава, 34 стих. 34 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело». Видишь, Он моя пища. Пища – это ежедневный прием пищи. Мы каждый день кушаем, чтобы не умереть. Мы же каждый день кушаем, чтобы не умереть. Это процесс. Если мы чем больше будем пребывать в Его воле, это пища ежедневная, мы будем укрепляться, мы будем утверждаться, мы будем изменяться. И Бог, Он будет нас принимать. Это процесс христианской жизни. Знаете, воля Божья разделяется на две основные категории. Можно, да? Вот две основные категории. Есть известная воля Божья, которую мы все знаем. Все мы знаем. Есть известная, но есть неизвестная воля Божья. Есть неизвестная воля. Известная воля Божья это, конечно, 1 Тимофею 2:4. 1 Тимофею 2:4. Это очень известная воля Божья. 1 Тимофею 2:4. Что там написано? «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это очень известная воля Божья. Очень. Мы все знаем об этом. Поэтому Бог говорит, если кто-то не спасается, мы всегда говорим, что Бог хочет, чтобы ты спасся. И мы молимся за это. Каждый из нас молится, чтобы кто-то из трудных тех людей, которые наши родные и близкие, они еще не спасенные. Вот сегодня пришла жена моего брата с Белой горы, Верунчик. Хорошая очень сестра. Знаете, он не спасен, он не хочет спасаться. Он хочет пить. Хотя он работящий очень, рыбак, охотник, хороший человек. Но спасаться не хочет, потому что ему нравится пить, кого-нибудь гонять еще. Но мы молимся за него, мы молимся, известно. Ефесянам 1 глава, 13 стих здесь. Знаете, когда мы спасаемся, Ефесянам 1 глава, 13 стих, здесь написано: «В нем вы, услышав слово истины, мы услышали благовествование вашего спасения, уверовали в него и запечатлены обетованным Святым Духом». Он нас, печать нам поставил. Знаете, он сразу дым сюда печать. У нас прописка уже не Лермонтова там, не Пояркова. У нас прописка на небесах, он печать там поставил. Дорогие мои, мы запечатлены Духом Святым. Печать стоит твердо, ясно, четко. Он, Дух Святой, внутри нас. И Он ведет нас, Он помогает нас, потому что мы сами не можем. Он однозначно нам помогает, Дух Святой. Сами мы не можем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». От всего, не только от блуда, от пьянства, от наркотиков, от сквернословия, от злоречия. Чтобы мужья не били жен, как написано, читали финны, да? Они неправильно там «любите жен», они «лупите жен».
Мы должны любить жен, не лупить. Любить их. Написано, любите жен своих. 1 Фессалоникийцам 5 глава здесь. 5 глава. И здесь написано 16 стиха. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, за все, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И нужно так жить. Знаете, вот в семье, если в семье у вас такое происходит, вы как в раю живете. Если, представляешь, с утра стали, муж радостный, там, завтрак приготовил, да, на молитву пошел. За все благодарить. Спасибо, жена, тебе, что ты мне родила этих деток, такие они красивые. Они с утра, куда вы здесь, бегите отсюда. Спасибо, Господь, спасибо. За все благодарить, радоваться. Мы с утра встаем, и, особенно с возрастом, да, начинаем ворчать, что-то говорить там. Вот. А здесь написано за все. Это как в раю мы должны здесь на земле жить, радоваться, что столько детей у нас. Вот. И неизвестная есть воля Божья. Знаете, неизвестная. Что тебе делать сегодня, например. Мы же иногда не знаем, куда тебе пойти сегодня. Куда пойти учиться, например, очень много спрашивают. Дети, у многих родителей спрашивают, куда пойти учиться. На ком жениться, за кого замуж выходить. Этот вопрос также. Куда мы поедем, где жить будем на старости лет. Да? Когда вот, мы станем там, думаем, на пенсии, где мы будем, мы пенсионеры уже, куда поедем. Вот. Думаем же об этом, но мы еще не знаем об этом, куда мы поедем, где мы будем жить, что мы там купим, где мы возьмем это. Вот. Хорошее место нам нужно. И вот Ефесянам 5 глава, здесь написано, 5 глава, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны». Он говорит, не будьте глупыми, глупцами, не будьте нерассудительны. Но познавайте, что есть воля Божья. Нам это нужно познавать, оказывается. Нам нужно молиться об этом, как я вам говорил, искать волю Божью. Вот. Чтобы мы были мудрыми. Вот. Ее нужно исполнять, не просто искать ее еще нужно исполнять. Мы должны познавать. Знаете, когда я пастором служил в Бердигистяхе, то через некоторое время я молился, и я понимал, мне не хватает базы, фундамента не хватает. Я понимал, я молился и говорю, Господь, я хочу познавать Твою волю еще больше и больше. Потому что здесь я уже отучился в библейской школе, и говорю, хочу познавать. И начал молиться просто, Господь, да хочу расти духовно. И через некоторое время мне кто-то предложил, говорит, а можешь поехать в Москву учиться? В Москве хорошая очень школа. Там ничего тебе не дают. Ты туда приезжаешь, в Москву, сам себе работу находишь, сам себе жилье находишь. Знаешь, ты в вере начинаешь двигаться. А я не привык, понимаете? Я привык все брать, чтобы мне все приготовили, на готовенькое. Думаю, как я поеду в Москву в 2005 году? Где я квартиру там найду? На что я буду жить? Я не работал никогда толком. Что я буду делать? Ничего не умею делать. Что я буду делать, знаете? И я просто верую, и мне Бог сказал, езжай. Если ты хочешь познавать мою волю, езжай. И я с верою поехал туда. И какое-то время там Божий человек мне там нашел место, я жил у людей, но через некоторое время люди, знаешь, они говорят, ты что-то здесь долго живешь, хоть они и христиане. Что-то ты долго здесь, Олег, прижился у нас. И мне пришлось выехать с квартиры, и я в парке неделю жил, в Сокольниках. Печально было спать в сентябре. Сокольников, на скамейке, разжигать в бочке дрова с верою, понимаете, и работу
нашел там, работал. А какую я работу мог найти? Люди, они, которые имеют профессию, приехали, они устроились на хорошую. В Москве можно очень хорошие деньги зарабатывать. У людей мозги работают хорошо вправленные, они все себе хорошую работу, чистенькую нашли, все обеспечено у них, у которых справлено. А у меня-то нет. И куда мне пришел идти? Пошел грузчиком работать. Такой маленький. И мне в грузчики, когда приходил, они так смотрели на меня. Ты что, и знаете, и мне было очень тяжело, но я духом одним брал, и они в следующий раз, вот этого малыша берем с собой. Потому что они видели, я-то никогда не сдавался. Люди сдавались там сразу. Тяжелые вещи, но я просто молился и говорю, Господь, помоги мне. И просто тащил эти тюки. Дух Божий помогал, конечно. Тяжело было, но, знаете, и Бог, когда я туда пришел, Бог сразу дал мне слово и говорит, ты будешь исполняться моей воли Божией. И Он дал мне местописание, 1 Тимофея, 4 глава, 1 Тимофея, 4 глава, и там 16 стих. Вначале прочитаем 16, а потом 15. Здесь написано, и он говорил мне, вникай в себя, Олег, вникай в себя. Не смотри на соседа, на какого-то студента, на какого-то учителя, на кого. Написано в Писании, он дал мне это слово, говорит, вникай в себя. И не только в себя. Если ты только в себя будешь вникать, то дьявол придет, и он тебя засудит просто. Он скажет, да ты дурак. Ты дурачок вообще конченый. Да у тебя ничего не получится, образования нету, 8 классов там и тому подобное. Ты такой, ничего не умеешь, руки не оттуда растут. Дьявол, знаешь, быстро подходит когда-то. Потому что я вникаю в себя, и там написано, вникай в себя и в учение. Писание, когда ты учишься, когда ты слушаешь учителей, когда ты слушаешь этих спикеров, ты впитываешь это и понимаешь, что это не нужно просто познавать, этим нужно жить. Ты понимаешь, что начинать нужно этим жить, а не просто познавать. Как я раньше все это узнаю, головой кивнул и ничего не сделал, так и осталось все. А здесь тебе нужно познавать, исполнять. И он говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно сим занимайся. Так поступая, себя спасешь, во-первых, а потом слушающих тебя. Ты кому можешь что-то рассказывать, если ты сам не спасен? Если ты сам в рваных кроссовках, извини меня, и рассказываешь о Боге, который богатый? Или ты не можешь связать двух слов, или тебе задали вопрос научный какой-то не можешь, или историю, и ты не можешь ответить. Или простые вопросы, например. Вначале задавали женщину, у женщин же много вопросов, и ты не понимаешь. И понимаешь, что надо учиться. Когда женщина пришла, у меня внематочная беременность, а я что такое понять не могу. Аборт нельзя делать, и все. А нужно же правильно объяснить. Ты должен быть профессионалом. Если ты служитель, ты должен быть профессионалом. Ты должен правильно ответить этим сестрам. Ты должен тогда изучать эту тему, а не просто сидеть и изучать только одну Библию. Мы должны изучать и другие темы, чтобы правильно ответить на эти вопросы. Потому что есть очень сложные вопросы. На все вопросы, конечно, не ответить. Библия же не отвечает. Там же не написано, что такое внематочное. Я думал, может, там написано поначалу. Там не написано об этом. Тебе нужно вникать, изучать, знаете. И как Давид вначале, он просил, давайте откроем Псалом 39. Псалом 39. Очень хорошо. Вот Давид пример хороший очень. И он просил 39 стих. И он говорит, я желаю, только желание. И у нас должно быть желание исполнить его волю. Он говорит, я желаю, когда у меня было желание огромное, и сейчас, вот в течение этого года, 23-го прошествия, у меня поднялось это желание огромное опять. Я как будто в спячку упал. Такой умный стал, думаю, на все вопросы знаю ответ. На самом деле в печку впал я, потому что уже Бога там нету, я сам решаю вопросы какие-то. Там Бога нету. Вот. И я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Вот это первое.
Давид вначале просил: я желаю исполнить волю, как и я вначале. Я желаю исполнить волю твою, хочу поехать в библейскую школу. И потом туда, когда я поехал, 142-й псалом, открываем 142-й псалом. 142-й псалом, и здесь написано 10 стих. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Аллилуйя. И когда я получил там слово это, приехал и получил это слово, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, себя спасешь, свои мозги вправишь, свое сердце исправишь, свои дела, свой язык, свои действия. Тогда ты смогут люди слушать, и они пойдут за тобой, и они будут спасаться. А так они не будут. Потому что ты, не я такой, а потому что он здесь говорит, видишь, потому что ты Бог мой, потому что ты Бог. Я буду исполнять, потому что ты Бог мой. Ты благой, ты ведешь меня в эту землю, где течет молоко и мед. Аллилуйя. Сколько мы планируем? Я раньше все время планировал, а с Нового года брошу пить. После Нового года займусь спортом, вернусь опять. Буду заниматься единоборствами там. И никогда не занимался. Столько планов было наполеоновских, но ничего не исполнялось. Как начинался Новый год? А вот с понедельника начну. И с понедельника ничего не начинаешь. У нас есть глава, знаете, начальник, царь царей. И мы его в известность иногда не ставим. Я вот в течение уже нескольких лет его в известность не ставлю, сам решаю, вот так, вот так, вот так. Раньше у меня жена говорила: Олег, ты все по-божьему делал, а сейчас что-то так. Жена мне уже говорит: ты что-то раньше это делал, а сейчас что-то сам все решаешь. Он мне уже не нужен как будто, я сам себе начальник, сам себе царь. Царек такой, да? И не ставлю его в известность. Но воля Божья, она намного лучше. Поверьте мне. Знаете, это очень хороший пример семейной жизни также. Вот я, например, перед тем, как стань, я искал так жену себе, но вот место Писания я нашел, услышал Божьего человека. Нас учили семья и брак, семью. И вот в притчах учит нас Юлия Попова. И она начинает учить, и я вижу, вот притчи 18 глава, 22 стих, там написано: кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Вот у меня в Библии прямо написано там: Татьяна от Бога, жена от Бога. Знаете, я просто искал своими глазами. И сам себе планку нарисовал. Должна быть вот высокая, я высоких любил, там на голову выше меня. Нарисовал сам себе, понимаете, да? Картину вот эту рисую сам себе, на голову выше. Ага. Брюнетка, я брюнеток любил. Блондинок вообще терпеть не мог. Вот, брюнетка там, и все, и там глаза черные, красивые, реснички там и тому подобное. И все сам себе нарисовал. И искал все время такую. И даже Бога не спрашивал. Но когда я стал учиться в Боге, Бог мне вправил мозги, ставил. Потом я ходил к пасторам в гости, служителям. Я видел, как их жена пилит. Пастор: зарплата маленькая, кушать у нас ничего нету. Церковь мало платит. Шубы нету. На машине не ездим. На метро. И слышу это. Думаю: Господи, может, мне не нужна жена? Я же эмоциональный, эмоционирую еще не так. Не так себя поведу. Зачем мне жена? Такая жена мне не нужна. Знаете, и вот она учит Юлию Попову. И я просто это слово, и оно прямо в мне сюда, бам, сюда падает прямо внутрь. Хочу добрую. Есть такое слово, хочу добрую жену. Служитель поговорил, он сказал: Олег, молись просто на этом слове, стой. И я в течение года его тарабанил, молился каждый день, вставал. У меня много молитв было.
там из Ефесянам молился все время, просил Духа премудрости и откровения. И эту молитву все время припечатывал. Хочу добрую жену, хочу добрую жену. И Бог мне дал добрую жену, самую добрую. Бог, самую добрую. Он сказал, добрее нету ее. И Бог через нее меня изменял очень, ломал меня. Мой характер крутой. Знаете. Когда я ей сказал, Таня, может, ты подумаешь, я еще тот перец. Она говорит, ты сладкий перец. Аллилуйя. Аллилуйя. Нам нужно познавать. И в семье везде. Хочешь жену, найди слово, молись на основании. Хочешь мужа, молись, получи слово. Чтобы потом, знаете, сколько разводятся известных людей. Сейчас раньше все время на Америку показывали, сейчас по России столько пасторов разводятся, которых ты раньше чуть ли не боготворил. Слышишь, там развелся, здесь. А потом узнаешь, оказывается, у них никогда не было слова, они просто полюбили, вот так встретили друг друга, полюбили по внешности. А когда слово, когда трудные ситуации, мне все время Бог говорит, добрее ты никогда в жизни не найдешь. Это самое доброе я тебя нашел. Так она еще красивая, блондинка. Бог настолько хочет, чтобы мы меняли свое мышление, свое сердце. Аллилуйя. Знаете, воля Божья в чем есть? Это в подчинении властям. Вот о чем мы сейчас немного коротко поговорим. В Римлянам, мы не будем открывать Римлянам в 13 главе, там говорится, что все власти от Бога, все власти от Бога. 1 Петра откроем. 1 Петра, и там прочитаем. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. Потому что, знаете, у меня были проблемы с властями. Я же все время учился в институтах, Табагамах, Сагалох, там, вот такие ездил. И я власти терпеть не мог. Силовые структуры, правоохранительные там какие-то. Думаю, они с дубинками ходят какие-то, ненормальные, рогатые. Все власти, все это от власти, они такие плохие. Там кто сидит в Илтумене, они такие в Госдуме, вот они все зажравшиеся, они такие, такой. Вот. И Бог вправил мне мозги. Он показал, когда я стал учиться, когда я понимать стал, знаете, и Писание говорит здесь, ясно, четко, 13 стиха прочитаем. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для меня это было вообще. Как? Всякому написано. Всякому начальству. Царю ли, как верховной власти. Правителям ли, как от него посылаемое для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Пусть они их всех преступников уже поймали, но еще не до конца. Пусть они их поймают всех. Пусть их не убьют, но и посадят их на всю оставшуюся жизнь. Они должны быть наказаны этими властями. Видишь, они не напрасно носят, в Римлянам написано 13 глава, он не напрасно, начальник, носит меч. Не напрасно он носит пистолет, дубиночку, оказывается. Чтобы дать тебе маленечко, чтобы ты сильно не борзел, да? Ибо такова есть воля Божья, видите? Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. Ну, среди начальств будут. Мы как можем им заградить уста? Мы не можем бунтовать, мы не можем что-то говорить против них, негативное. Мы их должны благословлять, мы должны за них молиться, потому что Писание говорит в Тимофея, да? Молитесь за всех царей, за всех начальствующих, чтобы нам вести тихую, безмятежную жизнь. Мы должны благословлять их. И поэтому здесь в нашей церкви это делается. Мы все каждый раз благословляем все правительство наше, Илтумены, Госдуму, президентов. Всех благословляем их. Все правоохранительные органы благословляем. Аллилуйя. И у нас, слава Богу, за силовые и правоохранительные структуры.
Пусть они работают. Они не зря хлеб едят. Не зря. Мы должны подчиняться им. Подчиняться им. Итак, если мы будем исполнять волю Божью, можно, да? Там. Итак, воля Божья. Обрели спасение, да? Мы приняли спасение. Обрели спасение. Второе. Запечатлены Духом Святым. Дух Святой нас запечатал. Третье. Будем освящаться истиной и силой Духа Святого. Мы освящаемся, да, истиной и Духа Святого. Четвертое. Будем повиноваться властям. И тогда мы приходим к последнему сегодня, вот, к тому, что если мы это исполняем, то неизбежно мы столкнемся, знаете с чем? Мы столкнемся с сопротивлением. В христианстве не все гладко так. Но мы столкнемся с сопротивлением в том, что не гладко, в том, что придут атаки. Потому что сатане не нравится, он ходит, как рыкающий лев. И он будет атаковать. Ему не нравится, что ваша жизнь начнет изменяться. И он меня атаковал во многих вещах. Он знает слабое место каждого, и он атакует только то место, которое оно слабое твое. Он знает. Если ты слаб в отношении женщин, он тебя будет этим атаковать. Если ты слаб алкоголем, он алкоголем тебя будет атаковать. Если ты слаб, как привык врать, так и врешь, он тебя этим и будет атаковать. И он начинает атаковать. Давайте откроем 1 Петра и 5 главу. 3 глава, 3 глава, 3 глава, и 17 стих прочитаем. Здесь написано: «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Слышите, да? Нам вот эти кратковременные страдания мы проходим. То, что перенесли Божьи люди, их убивали, их пилили, их сжигали, и они по тюрьмам везде сидели. Сколько Божьих людей. Знаете, я расскажу из своей истории, как в самом начале, когда я молился, я пошел служить в колонию. Мне никто не говорил, я пошел и попросил там, потому что мне все начальство там знает, все. И попросил: пустите меня, я вот спасся, вот моя жизнь изменилась, и говорю: пустите меня, и они тоже будут изменяться, я им буду рассказывать, как моя жизнь изменилась. Они возле виска покрутили и сказали: иди в УФСИН. Документы же нужны, без документов нет. Но я не знаю, я пошел в УФСИН туда, в УФСИНе там поговорил, они на меня так посмотрели. Ну, они же все меня знают, все пробито там, они знают. Ну, давай иди, как говорится. Документ подписал начальник, как бы, первой колонии, тогда он стал в УФСИНе начальником, и он мне подписал: иди, говорит, Олег, ладно. И я туда ходить стал, я стал проповедовать им. Мои бывшие друзья, они же все блатные. И когда я пришел и про любовь им хотел рассказать, они мне сказали: ну иди-ка сюда, ты че, совсем что ли? Овечка попутался. В каких зарослях-то заблудился, дорогой? И когда я туда приходил, ну там они же на категории делятся, на касты там. Я заходил там, и я там мужикам проповедовал, блатным нет, как бы, мужикам проповедовал, они там спасались, там группа образовалась. Вот. И они меня потом думают: ну что такое-то тут ходит? И они меня начали встречать. Они сидят специально так, четки крутят, сидят. И я захожу там, иду с начальником, он с дубинкой такой рядом идет. И они сидят такой: ой, наш Олежка идет, Олежечка. Овса задрепанная. Ой, смотри, сидят, крутят такие: ой, какой он, овечка какая. И так смеялись. И я, когда проходил, они меня всю спину харкали. Берет так, и всю спину меня захаркивали. Еще пинка мне давали там. Ой, овечка, такой, диш. Я оттуда выходил, говорю: Господи, больше сюда не пойду. Не пойду. Знаете, и Бог меня вел каждый раз. Я все равно шел туда. Бог говорил: ты сказал, что хочешь исполнить волю мою. Исполняй. Потому что за имя мое страдать
Многие. Ты посмотри, как. Это ты совсем. Я, говорит, не дам больше того, что ты не перенесешь. Ты это перенесешь. Я тебе дам правильный ответ. Ты будешь правильными отвечать. Многие из них спасутся. Вот там, те, которые сидят в кругу, многие из них спасутся, и они будут служить мне. И прямо реально так слышал. И я думал, нет, ни за что. И когда я выходил, этот начальник мне, прапорщик, все время говорил, иди там в луже, отмой свою куртку, Олежка, и езжай в свою церковь. Ну, я куртку снимал, отмывал, там в луже я одевал, и на 16-й садился, и ехал. И я выходил, и я плакал. Потом, через некоторое время, говорю, Господь, ну где ты? Ты же сказал, что постоишь за меня. Ты же сказал, что я исполняю твою волю. Господь. Ты видел, читал галерею веры, как они страдали. Они их пилили, над ними издевались, их сжигали, зверям бросали. А ты что здесь? Я тебе больше не дал, ты это перенесешь. И один раз Бог мне дал ответ. Он говорит, вот что им скажешь. И я захожу, и они сидят там такие, ой, ждут, ой, идет наша. И я говорю, да, я овца, дорогие. Они такие, о, он признал, тут не признавал, что он овца, а тут признал. И они говорят, смотри. Я говорю, хорошо. И там брат был один с Украины. Я говорю, вот. И Стефан, он моим другом был. Мы в одной, он боксером был очень известным. И они оба там особенно. И я говорю, вот смотри, написано. И открываю ему, откроем там. Матвея 25 глава. Матвея 25 глава. «25 глава, и там читаем. Будем читать. И я иду, я говорю, да, я овца. Он говорит, но я говорю, это не я, братки, сказал, это Иисус сказал. Сразу подстраховался. Это Иисус сказал, это не я сказал, это Иисус говорит. Знаешь, кто ты, Стефан? А ты знаешь, кто ты, Витя? Он говорит, кто такой? Я говорю, ну вот, на, читай, на тебе Библию, ему Библию даю. Вот читай с этого стиха, 25 глава, и начинаем читать. 25, какого стиха там читаем? 31. 31 стиха читаем. Я говорю, читай, и он берет эту Библию и читать начинает. Они вокруг него так собрались, и он берет ее так читает. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Ведь я говорю, это не я сказал. И они все на него, ты козел! И как началась между ними такая мясорубка, они там между, да ты козел, да ты там, и как друг с другом начали. И я такой иду, у меня слезы наворачиваются, я говорю, Господь, спасибо тебе, спасибо. И этот идет со мной, с дубинкой, он говорит, Олег, какой ты молодец, как ты их посрамил, какой ты молодец. И я иду, у меня как будто крылья так выросли прямо. Иду, у меня слезы текут, я говорю, Господь, спасибо тебе, спасибо. Я буду тебе служить, спасибо. Они там грызутся, как собаки. И я говорю, спасибо тебе. И этот идет, мне поддакивает. Ух ты, какой молодец, Как ты им дал, А я живу просто и иду прямо к этим ребятам. Потом через некоторое время они спаслись. Они вдвоем спаслись. Один стал капелланом, служил в 20 тюрьмах. Один пастором служит, Тихорецкий, в станице. Они спаслись. Почему? Потому что не я такой хороший, а потому что Бог. Потому что мы исполняем, когда волю Божью, когда мы слышим Его, говорим, Бог, я хочу исполнить Твою волю. Но Ты защити. Но Ты моя ограда. Ты моя защита. Ты мое обеспечение. Ты моя любовь. Лучше любви нету. Я всегда Жене говорю, я лучше Бога больше люблю, чем тебя. Когда она мне начинает говорить, Олежка, я так люблю тебя, жмется ко мне так. Я говорю, Бога люби так. Я Бога люблю больше.
Потому что я его познал. Потому что он меня защищал. И много таких историй в жизни моей было. Много. Когда Бог, Он защищал, когда Он вставал за меня. Когда дьявол хотел меня к ногтю, когда дьявол хотел меня растоптать. Имеешь что? Да ты никчемный. У тебя 8 классов образования, ты говорить не умеешь. Да ты посмотри на себя, кто ты. А Бог всегда говорил, подымайся. Олег, сын мой, подымайся, я с тобой. Я рядом. Как мы сегодня пели, я рядом. Я рядом. И я все время писал в Библии, пишу, всегда подписываю. И сегодня пели, из рода в род. Мои дети, они благословенны. Если мой род был проклятый, они пили, сидели в тюрьмах все, отцы мои, деды, то это все остановилось на мне. Благословение пришло в род Куликовых. Больше этого не будет. Потому что Бог пришел в нашу жизнь, в наш род, из рода в род, из века в век. Этого не будет. Дети это понимают. Детям это говорится. И дети это должны перейти другим детям, нашим внукам. И тогда аминь. И тогда аминь. И мой ярчайший пример, на этом я буду заканчивать. Ярчайший пример – это Иисус. Примеров очень много в Библии, потрясающих, намного лучше моего, потому что они отдали свои жизни. Я еще не до крови сражался. Они отдали свои жизни. Бог меня раз спросил, Олег, если вдруг будет такой момент, и всем твоим детям представят оружие и скажут, отрекись от Бога, или мы их застрелим. Или ты отрекешься, они будут все живые. Что ты выберешь? Я сказал, Бог, я знаю, мы все пойдем на небо. Я выберу тебя. Знаете, ярчайший пример – это Иисус. Когда Он в Барении, в Гефсиманском саду, в Барении, в молении, и Он просил одного. Да минует чаша сия, но не моя воля, твоя. И Он пошел на крест. И Он был истязаем. Его просто истязали, его плювали, его оскорбляли, его били. Он был истязаем, его забили на крест. И он говорил, они не знают, что ведают. Я их благословляю. Он ни одного проклятия не высвободил в них. И потом, когда он хотел пить, он и жаждал. Просто там написано, он жаждал. Он хотел пить. Ему уксус. Намочили эту губку уксусом, губам принесли. И он тогда склонил голову, умер. Но он перед этим, он сказал, свершилось, 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 что воля твоя свершилась. Воля твоя свершилась. И тогда ты, Ник, спасся. Ты, Юля, ты, Даша, ты, Зоя, вы, ребята. Он говорит, свершилась воля твоя. Ты, Олег, спасся. Ты спасся, Олег. Не для того, чтобы жить старой жизнью, но чтобы жить новой жизнью. Новой жизнью.